Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. Об исламе существует огромное множество стереотипов. Очень часто в средствах массовой информации ислам преподносит как религию насилия и жестокости. Например, все слышали о том, что, согласно исламу, прелюбодеев надлежит забрасывать насмерть камнями. И сегодня мы попытаемся разобраться, так ли это на самом деле. Практика забивания прелюбодеев камнями издревле существовала во многих народах. Все мы помним сюжет с Марией Магдалиной, когда Иисус спас ее от этого акта смертной казни. Пусть первый бросит в нее камень, кто без греха. Эта фраза стала классической. Когда пришел ислам, он пришел именно в те народы, где эта практика уже существовала. И что интересно, ислам попытался смягчить все те жестокие законы, которые были в то время среди людей. В Коране нет такой нормы, которая бы предписывала для людей забрасывать насмерть прелюбодеев камнями. Для того времени это было настоящей гуманистической революцией. Когда кругом людей забрасывали камнями, ислам призвал остановиться, прекратить эту жестокую практику. И поначалу многие мусульманские богословы сопротивлялись этой норме. 2 столетия шла дискуссия о том, стоит ли эту норму использовать в контексте жизни мусульманской общины. И в итоге победила та точка зрения, согласно которой эта практика должна быть оставлена. Но факт остается фактом. В Коране нет этой нормы, и многие богословы поначалу ее отрицали. Тем не менее, она вошла в мусульманский закон, вошла в шариат. Но в какой форме? Это тоже очень интересно. Во-первых, забрасывать прелюбодеев камнями предписывается не в отношении неженатых людей или незамужних девушек. Эта норма предписывается только в отношении людей, познавших супружескую жизнь. Более того, для того, чтобы применить эту норму, требуется выполнить ряд сложнейших процедурных ограничений, соблюсти ряд сложнейших процедурных ограничений. Например, требуются 4 свидетеля, которые застали людей, занимающихся этим неподобающим делом. И не просто застали, не просто увидели их обнаженными и нагими, но, здесь есть пикантная деталь, они должны своими глазами видеть, как ключ находится в замке, как веревка находится в колодце, по образному выражению мусульманских юристов. Фактически увидеть то, что предписывает закон, невозможно. Поэтому и норму эту исполнить было нельзя. К тому же от свидетелей требовалось то, чтобы они были адель, то есть чтобы они были справедливыми, праведниками, они должны быть с безупречнейшей репутацией. И никто из них никогда не решится смотреть на то, что предписывает им мусульманский закон для того, чтобы стать свидетелем по этому делу. Поэтому в таких случаях говорят, что норма материального права, то есть норма, предписывающая определенное наказание, блокируется нормами процессуального права, то есть теми процедурами, которые должны быть исполнены для того, чтобы данная практика нашла свое применение. Поэтому фактически единственный путь для того, чтобы человек был забросан камнями, это собственное признание. Как ни странно, во времена пророка было 2 таких случая. Один раз женщина, другой раз мужчина пришли с покаянием пророка, просили на них наложить такое суровое наказание. И что интересно, пророк отказался от этого. Он несколько раз их прогонял. Он изгонял их, не подпускал их к себе, но те умоляли и упрашивали. Пророк спрашивал у близких этих людей, может быть, они сумасшедшие, может быть, они неделиктоспособны, то есть на них нельзя накладывать наказание. То есть сам пророк всячески пытался спасти их от этого наказания. Таким образом, данное предписание шариата существует не для того, чтобы его исполнять, а для того, чтобы сообщить нам нечто очень важное, открыть нам глаза на те грехи, которые мы вершим. Смысл данной нормы можно переформулировать по-другому. Грех супружеской измены на весах справедливости уравновешивается смертью. Другими словами, это смертный грех, очень тяжелый грех. Это грех, который разрушает самого человека.
Потому что человек, пошедший на такое преступление, пошедший на обман близкого себе человека, предавший его, человек разрушает сам себя. Двойная жизнь, она лишает человека цельности, она разрушает человеческую душу. И человек, рано или поздно, вставший на этот путь, приходит к духовной погибели. Вот в чем смысл данной нормы. Сегодня многие современные люди смотрят на вопросы сексуальной внебрачной жизни гораздо проще. Отчасти это связано с тем, что родоплеменные отношения, которые были очень важны и принципиальны в прежние времена для всех традиционных обществ, сегодня потеряли свою актуальность. И отсюда разрушается институт брака, и совершенно по-другому форматируются взгляды людей на вопросы интимной жизни. Однако, вне зависимости от того, верует ли человек в Бога или нет, прислушивается ли он к его предписаниям или нет, считает ли человек необходимым исповедовать ту или иную религию, вне зависимости от этого нравственные проблемы не снимаются перед нами. Вопрос честности и предательства, вопрос сохранения доверия со своими близкими и исполнения тех договоренностей, которые мы создаем с ними, это вопрос актуальный для каждого человека, вне зависимости от того, религиозен он в своем мировоззрении или нет. Поэтому тот призыв, с которым обращается ислам к людям, с которым обращаются и другие традиционные религии в контексте супружеской жизни, он очень важен для каждого из нас. И если человек хочет сохранить цельность своей натуры, если человек хочет избежать тех разрушений, которые привносят с собой двойная жизнь, то тогда человек сделает правильный выбор, и он не пойдет на обман близкого человека. И в этом смысле призыв ислама, говорящий нам о том, что супружеская измена подобна смерти, что это смертный грех, он актуален для каждого. Мир вам, милость Всевышнего и его благословения.